11-й сезон популярного не только в республике, но далеко и за ее пределами телепроекта «Охота и рыбалка в Якутии» стартовал на днях на телеканале НВК «Саха». Теперь в роли ведущего выступает сын автора передачи Александра Борисова Илья. Сегодня он гость нашей студии. Илья, мы вас приветствуем. Первый выпуск уже вышел в эфир, с чем мы вас и поздравляем. Вот как его восприняли телезрители? Здравствуйте. Спасибо за поздравления. Да, мы получили обратную связь. В принципе, то, что мы обещали уже давно-давно, что телепередачи продолжатся, и мы ни в коем случае не остановим выпуск новых серий. Люди, конечно, обрадовались, то, что действительно слово мы сдержали, наша команда, и вышла в свет новая передача «Охота на медведя». Ну, так вот, то, что получаем обратную связь через наши какие-то социальные сети и так далее, ну, в целом оценивают положительно, конечно. А сколько лет уже проекту этому? Получается, в апреле десятилетие мы праздновали. Сейчас это 11-й сезон пошел. То есть это, ну, скоро уже, в следующем году, соответственно, будет 11 лет. Так скажем, 10,5. Угу. Премьерный выпуск и сразу охота на медведя. Вот раньше с отцом приходилось охотиться на крупного зверя? Конечно, отец у меня был из таких людей, который воспитывал сына вот прям совсем-совсем малых лет. То есть я, наверное, на охоту ходил с 3 лет, еще с деревянным ружьем. Потом у нас появилась воздушка, я ходил с воздушкой. И, ну, тогда, конечно, было сложно говорить об охоте на крупного зверя. Тогда в республике был мораторий на копытных. А впоследствии, уже когда мораторий отменился, я многократно ездил с ними. Это был участником нескольких передач, собственно, героем даже был. И вот и на медведя тоже приходилось, конечно, ходить. В том числе в передаче была эта охота на медведя в Тампонском улусе. Ну, мы знаем, что телевизионное производство довольно трудоемкий и затратный процесс. Вот не боитесь, что выпуски будут повторяться? Откуда черпать вот эту вот информацию, чтобы постоянно удивлять и удивлять телезрителей? Для нас, для девушек, ну, заяц, ну, медведь, да, вот где брать новые идеи? Действительно, если раньше я достаточно опосредованно, вот к телепроизводству имел отношение, то есть я максимум, что было, это участие в съемках самих. Это на камеру там походить, побегать, что-то может рассказать и все. И больше как бы моя деятельность заканчивалась. А тут приходится и смотреть и монтаж, и участвовать при монтаже, и озвучке. И это отнимает уйму времени. И на творческий процесс, то есть на создание новых каких-то идей практически не остается времени. Тем более у меня есть основная работа. И вот это совмещать достаточно тяжело. Ну, пока сейчас мне достаточно тяжело. Может, впоследствии отец мог это совмещать. Думаю, что и у меня получится. А повторяться, да, это большая проблема, потому что и видов охот на самом деле ограниченное количество, и рыбалка ограничена, и все это строго прописано в законодательстве, и способы добычи, и время. Поэтому повторение, конечно, предметное, но его не избежать. Единственное – подача. Подача, конечно, я только хотел сказать, что к этому вопросу мы чуть позже вернемся. Раскроем его немного в другом контексте. Да, вот проект действительно продолжает свое существование. А вот если говорить о команде, команда осталась прежней. И вот расскажите немного вообще о коллегах. Да, конечно, команду ни в коем случае не хотелось терять. Как только там произошли эти события, первым, наверное, мы собрались с командой, все обсудили и достаточно непростое решение приняли, что нужно продолжать обязательно, и при условии, что вся команда должна остаться в сборе. То есть никаких изменений не должно быть. Ну, коллеги меня восприняли все положительно, нормально отнеслись к этому, и сейчас мы тем же составом продолжаем уже новый сезон. И это меня очень сильно как бы разгружает, мне намного легче с этими людьми работать, я их очень давно всех знаю, и настоящий профессионал своего дела. И вот даже в частности во время выхода последней нашей новой серии итоговый монтаж я не успел посмотреть, потому что уехал опять на съемки с оператором. Уже доверился конкретно режиссерам, что вот примерно все хорошо, у меня никаких нет претензий, вот чуть-чуть добьете и все нормально будет. А вот если не секрет, сколько человек работают над одним выпуском? У нас, так скажем, вся команда – это универсальные солдаты. У нас один человек может быть оператором,
монтажером, режиссером и еще и написать текст при этом. Настоящий универсал, действительно. Да, настоящий универсал. То есть, в принципе, над передачей может работать один человек. Но все равно командная работа у нас превыше всего. Это обычно 2-3 человека. А в каких местах вы уже побывали? В этом году мы были, первый вот выпуск, это был посвящен охоте на медведя, это Алекминский улус. Затем мы поездили по рыбалкам, опять же, Алекминский. В Алекминске мы были несколько раз в этом году. Привет жителям Алекминска, правда, они нас не видят. Да. Потом были в Тампонском улусе, опять эта рыбалка была. И Булунский улус, это примерно район села Найба, Хараулах, река Хараулах, горная охота. Вот скоро выйдет, наверное, на экранах. А где самые, вот, скажем так, охотничьи места, как думаете? Охотничьи места, ну, у каждого своя охота, свои виды. Кому-то нравится вот охота по перу. И вот его никак не прельщает там выйти там, на зверя. Ну, какие-то, может быть, там у него свои интересы есть. А кому-то наоборот, вот, ему нужно трофеи да побольше. И все это очень разнит всех охотников. Кто-то скажет, что вот охотничье место, это вот совсем недалеко от его там дома, дачи, вот его любимое озеро, заимка какая-то. Кому-то нужно выезжать как можно дальше, где человека не встретишь на десятки километров вокруг. И чтобы были только дикая природа, звери. Кто-то же любит комфорт. Кому-то нужна база, подготовленная со всеми условиями, там, чтобы и баня, и туалет теплый, и все было. У каждого свои предпочтения. Да, у каждого свои предпочтения. Мы, конечно, таких вот прям не разделяем каких-то, чтобы там мы достаточно спартански относимся к охоте. Охота – это все равно нечто первобытное, может быть, в этом есть. И хочется именно от городской суеты, от городской жизни, от тех вот комфортных, теплых условий подальше уехать, чтобы вот именно наедине с природой остаться. В принципе, где хорошая природа, там в любом случае найдется хорошая охота. Ну, на YouTube-канале у вас действительно солидная аудитория уже, да? Вот чего хотят зрители YouTube-канала? Какие-то предложения, может быть, просят отснять какой-то конкретный материал? Это, наверное, извечный вопрос, чего хотят зрители любого производителя контента. И все стараются это угадать, у кого-то получается, у кого-то нет. Но вот действительно YouTube чем хорош, тем, что есть обратная связь. Это прямая связь со зрителем, есть определенные пожелания у зрителей. Ну, конечно, в большинстве своем люди хотят больше выхода, большего количества выпусков и качественного контента. Вот качественный контент – это, конечно, палка о двух концах. Для кого-то это очень хороший качественный контент, им все нравится, кому-то эти темы кажутся запретными и вообще табу, и это не нужно никогда показывать по телевизору или на любых там медиаплощадках. Поэтому мы как-то так лавируем между зрителями. Но сейчас в основном слова поддержки идут, чтобы мы ни в коем случае не забрасывали дальнейшее производство и в свет выходили новые серии. А вот интересный вопрос. Вас смотрят только российские телезрители или иностранные тоже? И еще дополнительный вопрос. И предпочтительно из этого количества все-таки смотрят это охотники и рыбаки, либо просто обычные люди? К сожалению, вот сразу на последний вопрос постараюсь ответить. Обычных людей мы не можем отсортировать все-таки. Ну, если так, по комментариям, скажем так, там иногда видно сразу, да, профессионал. Ну, по комментариям, да, действительно, бывают люди, которые смотрят серии, пишут комментарии, вы вообще бедных зверушек убиваете, вы такие плохие. Ну, у нас ответный вопрос, а зачем вы заходите на наш канал, который посвящен только охоте и рыбалке? Да. Ну, значит, интересно все равно людям, несмотря на то, что смотрят. Видимо, да, вот пока логику, конечно, мы не можем понять этих людей. Обычно вот у меня логика такая, если мне не нравится, я не смотрю, тем более я не комментирую, что мне это вот не понравилось. Если что-то понравилось и что-то хочется, а вдруг вот может идею какую-то подкинуть, да, вот такие комментарии приветствуем, и, конечно, хорошо. Если есть какая-то обоснованная критика, это очень хорошо. То, что там одни положительные комментарии никогда ни к чему хорошему не приводят. Про зрителя теперь иностранные или все-таки российские? Да, зрители в основном, конечно, это Россия смотрит, ну, потому что у нас на русском языке контент выходит, и, наверное, иностранному зрителю тяжело даже на слух это воспринимать. У нас есть пару
серий, которые мы перевели субтитрами, но пока там такого ажиотажа среди иностранцев нету. Но возможность, конечно, есть. Во-первых, YouTube – это платформа глобальная. Во-вторых, федеральные каналы выходят через спутник, там практически на все страны вещают. Ну, вообще в планах есть такой вот проект вот, все-таки выйти на мировой уровень? Идей много. Идей, в том числе выход на международный формат. Такая идея присутствовала. Но пока технически ее сложно реализовать. Во-первых, охота и рыбалка, оказывается, это тот язык, который, вот английский язык повседневный и именно охотничий какой-то сленг, это очень тяжело. И даже если какого-нибудь профессора с университета попросить перевести, он просто так не сможет это сделать. Для этого нужно окунаться прямо в специализированную литературу, специализированные вот те же телепередачи, только на иностранном языке, потому что это действительно сленговый язык. А вот наверняка вы следите за другими подобными проектами в YouTube, возможно, российскими, тоже зарубежными. Как считаете, вот какова фишка вашего проекта, кроме того, что все съемки проходят на территории нашей республики? Ну, съемки не всегда на территории нашей республики не происходят. всегда. Да, были такие передачи, там в Хабаровском крае тоже снимали. Это еще отец снимал. Но локализация, конечно, это Республика Саха-Якутия, наша родная республика. Мы стараемся мониторить ситуацию вообще в этой сфере, в этой отрасли. Но на самом деле сейчас на мониторинг времени совсем не хватает. Сейчас мы загружены, и прям конкретно сказать, что нас отличает, это, наверное, только зритель может сказать. А так, если для российского, не нашего республиканского зрителя абстрагируют, для российского очень интересно именно охота на местах, как охотятся именно народы, которые проживают в этих местах. Коренные народы, да, которые проживают, всю жизнь охотились, всю жизнь этим занимались. Их культура и быт. Это тоже очень интересует наших телезрителей. И вот раскрывая вот эти вещи, может быть, мы поэтому привлекаем и российскую аудиторию. Ну вот наверняка вот еще и многих зрителей интересует такой вопрос. Вот теперь вы ведущий передачи, да, и что-то существенно изменится в ней, вот какой-то взгляд все равно у вас свой должен быть, ну, может быть, современный какой-то, да, современные технологии, опять же, вот от этого, если исходить, вот что изменится? Первая задача перед нами стояла – это сохранить то, что уже наработано годами. Отец все-таки проработал 10 лет над этой передачей, даже чуть больше 10 лет. И поэтому мы не хотели вводить какие-то резкие изменения. Мы по максимуму оставляем то, что уже есть, то, что уже нравится зрителю. Тем более нам кажется, что в целевую аудиторию мы попали. Конечно, идентичных людей не бывает, идентичных взглядов не бывает, где-то что-то у нас будет разница. Но это со временем, думаю, с выходом серии, потому что подход у нас один, но вот сама реализация процесса, она, конечно, немножко разная будет. Возможно, что-то осовременим, возможно, введем что-то новое, потому что идеи, это творческий процесс, они с производством они только возникают, эти идеи, а вот сходу на бумажке написать, мы хотим так-то, 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 не всегда получается. Илья, большое спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы желаем успехов вашему телепроекту и, конечно же, благодарных телезрителей.